Сорваны крыши домовладения некоторых социальных объектов, повалены деревья, оборваны провода, до сих пор отсутствует или сбоит телефонная сотовая связь. Регион в течение 15 часов был практически полностью обесточен. Таковы последствия ураганного ветра и ливня, обрушившегося на Ингушетию накануне вечером. Оповещение о штормовом предупреждении пришло постфактум. Множество звонков поступало от жителей республики на горячие линии. Ответственные службы всю ночь работали в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии. Оперативные группы из числа глав и сотрудников сельских администраций совершали ночной обход территорий населенных пунктов для оценки ущерба, нанесенного стихией. И вот как комментирует ситуацию в МЧС Ингушетии. Вчера, 3 июня, от Ингушского гидрометцентра мы получили сообщение о штормовом предупреждении в 17:44. Нами после того, как получено штормовое предупреждение, было отправлено в текстовом формате сообщение до администрации муниципального образования, до министерств, ведомств, организаций, учреждений. Далее нами проработана следующая информация о штормовом предупреждении. Мы опубликовали на сайте Главного управления, опубликовали в соцсетях Главного управления, а также разместили в интернет-ресурсах. Вся эта работа была проделана 18:05. Далее подготовили все необходимые мероприятия по доведению до населения о штормовом предупреждении. Прогноз погоды оправдался частично. В результате сильного ветра было повреждено кровля крыши Ингушской республиканской клинической больницы, учреждение Ингуш регион водоканал, который находится в городе Сунжа. Были повалены деревья, рекламные щиты, повреждены кровли крыш частных домовладений. Также было нарушено электроснабжение. От порыва ветра электроснабжение было нарушено частично в городе Магаз, Назрань, Назрановский район и Сунжинский район. В Главное управление МЧС России по Республике Ингушетия звонков о пострадавших и погибших не поступало. В общем, по республике скорость ветра достигала 17 метров в секунду. В Назрановском районе были порывы ветра, достигавшие 25 метров в секунду. На телефон доверия Главного управления поступило всего 48 звонков. Жителей беспокоило электроснабжение, поврежденные кровли крыши и поваленные деревья. На местах происшествия силами жизнеобеспечения населения проводились работы. Привлекались силы администрации муниципального образования совместно со спасателями нашей республики. Спасатели совместно с пожарной охраной местных гарнизонов проводят восстановительные работы. А также работники МРСК восстанавливают электроэнергию. Штормовое предупреждение сохраняется на 4 июня в течение суток. Хотел бы обратиться к жителям республики, что прогноз погоды, особенно штормовое предупреждение, которое мы доводим до жителей республики, бывает оправдывается полностью, бывает оправдывается частично. Хотел бы обратиться к жителям, не пренебрегать таким сообщением. Если до жителей, до населения довели о штормовом предупреждении, значит надо принимать какие-то меры безопасности, имущество, автомобили, себя. Все рекомендации у нас размещены на сайте. Также эти рекомендации мы публикуем, размещаем в социальных сетях. В сложнейших условиях при непрекращающемся ветре восстановительные работы проводили энергетики региона. В 6 часов утра все основные линии были запитаны. Сейчас оперативно-выездные бригады продолжают отрабатывать заявки жителей, чтобы вода и свет скорее вернулись в каждый дом. Филиалом был введен режим повышенной готовности. Были мобилизованы силы и средства в количестве 18 бригад, общей численностью 54 человека и 18 автоспецтранспортов. Основные все линии включены в работу. Устраняется отключение в сети 0,4 киловатт по мере поступления заявок от населения.
تخون صنع دي بوغ ناقص لدي أن إنرجيتيكش به دال أند اللي دي حنس براوي عدو وج جانش دعيو أخش دقر وبوغ حج دتخو قو دي أنش خان سير إنه بليجي كويتشرو دي دال أند اللي دي حنا يبوغ دعشق بقى خيد عدل حج دتخو دال أند اللي ناخذ دي حنش سطو غرديخ أو شاخ وين اشتخد عن خطة محمد دلاري بدقتويتس دي أخذ مدري بدقتويتس دي يشوش موتي جاتسير بقدر يالش